Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие, любимые зрители. Меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто совсем скоро выйдет на связь? Кто совсем скоро с вами свяжется? Давайте посмотрим, кто это будет и зачем человек выйдет на связь. Ни о ком не думайте. Песочек все узнает, увидит, расскажет сам. Просто загадайте на себя. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ух ты! Потянулись мужчины к вашему образу. Вот она, вы красивая стоите. Даже на каком-то возвышении стоите. А мужчины, смотрите, один потянулся, второй потянулся. Там кто-то еще пытается рукой махать. Но тот, кто рукой машет, он не выйдет на связь. Скорее, как привет вам от этого человека кто-то передаст. Возможно, нет способа с вами связаться. Ну, тут несколько людей. Еще там вон женщину показали. Давайте будем разбираться. Чувствую, будет очень интересно. Давайте начнем с того, кто у вас за спиной стоит. Это какой-то бывший мужчина. Либо мужчина, с кем, не получилось, да. Не со всеми же получается, да. Возможно, вы друг другу нравились, симпатизировали, но что-то пошло не так. Либо судьба развела, либо люди развели, либо, не вытянули вы эти отношения. А у кого-то это прям типичный бывший, причем, много времени прошло, это не свежие отношения. И вот этот человек за вашей спиной, то есть вы совершенно не ждете. Для вас это будет нечто удивительное, непонятное, странное. Вот он выйдет на связь. Вы знаете, вы, наверное, сразу и не признаете. Либо сделаете вид, что вы не признаете. А действительно, вот человек как будто бы очень сильно поменялся. Как будто бы повзрослел, стал гораздо старше, стал более, наверное, каким-то спокойным, уравновешенным, более деликатным, грамотным. Как подменили, да, какие-то внешние данные еще остались, а так человек очень сильно изменился. Вы знаете, тут, скорее всего, как личное общение идет. Личное, да, вот где-то, вы его встретите, либо он придет по вашему адресу, если вы не меняли адрес. И такой разговор, знаете, вот за прошлое, что было в прошлом, как там у вас все было, почему так случилось, про общих знакомых, про то, что не было высказано в то время, понимаете? Если это ваш бывший, то точно будет виниться, так и скажет, что был молод, глуп, да, не смог действительно вести себя адекватно, объективно, и натворил ошибок, о чем очень сильно жалел. Да, он вам все честно расскажет. Если отношений как таковых не было, но была симпатия, то мужчина признается, почему он не довел начатую игру до конца, да, почему он не сделал предложение, почему он там не позвал на свидание, если позвал, то почему дальше не предложил встречаться. Понимаете, он будет очень честным, очень открытым, откровенным. Он расскажет вам все. И у вас, если честно, от этого мужчины, мурашки будут бегать и волосы будут шевелиться. Почему? Потому что, наверное, вы об этом не думали, вы об этом не знали. Но опять же, вы не ждали, что мужчина появится. И не ждали, что он так сильно сможет поменяться, да, трансформироваться сможет. Давайте посмотрим, зачем ему это все. Зачем ворошить прошлое, если столько много времени прошло. Счастье ищет, счастье. Ой, что-то у него в жизни там, видно, случилось такое не очень приятное, да, коса прошлась по его жизни. Может, он развод пережил, может, даже и не один развод. Может быть, не знаю, что-то другое случилось. Какие-то патовые события, да,
И мужчина прям такой, блин, а что же делать? Так хочется быть счастливым. И вот он про вас вспомнил, да, плюс вина какая-то есть. Плюс, возможно, у него действительно были серьезные намерения по поводу вас, но, опять же, ну вот что-то не получилось. Вы его солнце, вы, понимаете, вот вы его возвращаете как будто бы вот в прошлое, в его лучшее время. Время, когда он чувствовал себя молодым, здоровым, счастливым, свободным, да, без каких-то там ужасных историй прошлого, без каких-то жутких обязательств, ответственности. Вот. Просто человек, наверное, будет переживать, либо находится в состоянии кризиса среднего возраста, да, и он как бы цепляется за прошлое. Ну, что ж, расскажет, молодец, покается, попросит прощения, тоже замечательно. Хочу вашу реакцию посмотреть. Но то, что у вас волосы дыбом, как бы о многом говорит, да, от его этой откровенности, от всех этих признаний, что по вам. Ну, даже смотреть дальше не хочется, да. И так все понятно. Мужчина и гроб. Вы уже давно его списали, давно о нем не думали, не вспоминали. Ну, не произвел, наверное, такого впечатления. Либо вы переросли эти отношения, ну, если это были отношения. То есть как отпустили, да. Отпустила и забыла, живу свою лучшую жизнь, как бы, ну, как бы нормально, да, что вам всю жизнь по нему горевать, что ли, оплакивать, что у вас отношения не произошли. Правильная, зрелая женская позиция. Ну, с этим не получилось, найду лучшего, да, как там говорят. Вы знаете, он бы вообще такой не против все начать сначала, но, скорее всего, вы будете очень против того, чтобы начать все сначала. Возможно, у вас уже есть мужчина. Возможно, у вас в мыслях, в сердце совершенно другой человек. И, ну, возвращаться в прошлое нет резона, да. Тем более вы так себя прекрасно чувствуете, вам это не нужно, вам это ни к чему. Ну вот поговорите, когда он поймет, что ловить нечего, когда он поймет, что все, вы уже как бы его и не помните особо, и не хотите его, и он вам не интересен. Ну, может, вы ему прямо так и не скажете, но дадите понять, да, что все, уже время вышло, давай, типа, собирайся, иди домой, иди восвояси. Вот, ну, как бы что, пожмет плечами, поблагодарит за то, что поговорили, за то, что выслушали, за то, что вы, в принципе, были в его жизни. И еще, знаете, вот идет такое впечатление, что он вам как что-то будет предлагать, но это не личная жизнь. Тут больше, знаете, вот какую-то помощь, участие, содействие, заступничество, покровительство. Так и скажет. Вот если будет нужда, либо если есть у тебя такая необходимость, да, ты ко мне, пожалуйста, обращайся. Я всегда помогу, всегда буду рядом, либо там с удовольствием что-то для тебя сделаю. Ну, вы как бы скажете, окей, но обращаться к нему точно не будете. Не будете, и все. У вас абсолютно ровное восприятие этого мужчины. Ну вот когда первая эта реакция пройдет, шок, удивление и ужас, у вас абсолютно ровная реакция. У вас даже такие мысли будут: а как я вообще могла испытывать к нему симпатию, либо а как я могла вообще влюбиться в этого человека. Ну, каким-то он чужим вам покажется, незнакомым, чужим, неинтересным каким-то, да, несимпатичным почему-то покажется. Ну, может, действительно за время подурнел. Ну, либо, как бы, знаете, груз ответственности отразился на лице, на теле. Там, как бы выглядит, возможно, не очень приятно, прилично. Не, ну, может, и прилично, но не очень приятно. Вот. Ну, такой момент ностальгии. Поговорите, и все. Что он вам не скажет? Он вам не скажет, что он очень долго вас искал, и не скажет, что он очень сильно надеялся на эту встречу, надеялся на то, что все можно вернуть. Вот этого он вам не скажет. Он вам будет предлагать вернуть. Когда вы скажете нет, он не станет рассказывать, как сильно он надеялся на то, что он может вас вернуть. Ну, может, стыдно станет, а может, решит, ну, раз я не нужен, зачем я буду напрашиваться. Вот. А он правда надеялся. И еще он какой-то прям серьезный путь преодолел. Возможно, он откуда-то издалека ехал, может, он там очень долго пытался спланировать эту поездку, чтобы там приехать к вам, найти вас, с вами переговорить. Там целый план-капкан был. Вот. Этого он вам не скажет. Ну, как-то, знаете, легко придет, как будто бы вы только лишь там вчера расстались.
разговоры, переговоры, объяснения, извинения. Но когда поймет, что ловить нечего, встанет и уйдет, и больше не вернется. Даже если вы договоритесь общаться, даже если вы, допустим, обменяетесь телефонами, дадите ему свои соцсети, нет, он не будет вас тревожить, потому что ему будет горько. Горько от того, что он потерял такую женщину, а теперь вот спохватился, а все, поезд уехал, да, уже назад никак не вернешься. Ну, как бы перед собой даже как-то, знаете, ему неловко за то, что так протупил, ну, либо так заглупил, либо вообще таким никчемным оказался. Вот. Вы для него и триумф, и поражение. Триумф, потому что с вами был невероятно счастлив, и вы невероятно ему нравились, вы захватывали его целиком. А поражение, потому что не смог удержать эти отношения, либо не смог построить эти отношения. Вот. Сейчас он ищет в поисках, наверное, да, новой жизни, новых отношений, новой судьбы. Ну, как бы решил заглянуть в прошлое. Но опять же заглянул и выглянул. Все, точка. Так, перед вами стоит очень интересный мужчина. Он прям хоть куда, мужчина хоть куда. И мне вот что-то подсказывает, что этот мужчина вам нравится, либо этот мужчина вам очень интересен. Я могу допустить, что между вами что-то есть, да, какие-то искры летают. И также, возможно, ну, тут чувства, да, могут быть и чувства. Хотя у кого-то может отыграться, что вы просто считаете этого мужчину симпатичным, но как таковых чувств нет, ну, потому что между вами ничего нет. Возможно, даже диалога между вами нет. И тот, кто перед глазами стоит, вообще какой-то странный тип личности, то ли он не-свободный был, то ли он какой-то супер занятой человек. Но вот как-то вот он не сильно реагировал, не был замечен в том, чтобы он прям хотел общаться, либо там пытался за вами ухаживать. В принципе, ничего по нему не было заметно. Мужчина симпатичный, где-то рядом с вами находился, находится и никак себя не проявлял. Вот. Ну, вы на него смотрели, думали, о, симпатичная мордашка, хорошая фигурка. Ну, либо, да, возможно, и ну, прям понравился он вам, почему бы и нет. Просто я не вижу, чтобы между вами были разговоры. Не знаю, как это объяснить. Если другая женщина, ну, смотрели и думали, да, классный, но другой достался, да, я не полезу, я не буду ничего делать, ну и к чему это все. Знаете, вот этот мужчина, он с вами свяжется, и мне больше идет как это мессенджер либо телефон. Звонок от него будет, да, и у вас перехватит дыхание, когда поймете, кто говорит. А вы, скорее всего, сразу поймете, потому что у него такой голос, вы его знаете, голос, узнаваемый какой-то голос, может, очень мягкий, либо наоборот, такой вот прям высокий голос, может быть. Он у вас что-то будет спрашивать, чем-то будет интересоваться. Это будет вопрос на отвлеченную тему, но это будет проверка связи, я вам сразу говорю. И если вы скажете, что да, конечно, я помогу, я расскажу, вот приходи ко мне, либо давай встретимся, это может стать стартом, точкой, да, вот старта ваших отношений с ним. А если вы скажете, что ой, нет, ничего не знаю, мне некогда, и положите трубку, то этот мужчина, как бы он сделает вывод, что он вам не интересен, что вы живете своей полноценной личной жизнью, и что он зря проявил интерес в вашу сторону. Знаете, вот как проверяет, он проверяет, насколько вы на него откликаетесь, либо насколько вы готовы с ним общаться, взаимодействовать, то есть ли намек на зеленый свет, да, можно ли двигаться или стоит лучше развернуться и уйти в другую сторону. Так что, девочки, ждите, будет звонок и смотрите там, да, включайте весь свой шарм на полную, если мужчина нравится и вы заинтересованы. Судя по всему, он со своей этой пассией расстался. Ну, кто там, жена, девушка, кто-то она ему там была. Расстался и сразу же к вам двинулся. Да, возможно, он давно испытывает к вам симпатию, возможно, даже влюблен, но просто из-за того, что была эта женщина, ну, он как бы как приличный мужчина не имел права, ну, вам уделять внимание, да. Вот почему-то мне такая картинка идет. А теперь они там рассорились, расстались, не просто рассорились, а именно конкретно расстались.
после ссоры. И он такой: все, свобода попугаем. Поэтому он и начнет с вами созваниваться. У него уже очень давно есть ваш номер телефона, соцсети, либо мессенджер. Как бы у него все есть, он готов, он готовился. Вот. А теперь такое вот время. Ну, конечно, боится, да, вы красавица, у вас репутация, о вас многие говорят, многие по вам вздыхают. Возможно, он мужчина, который не очень уверен в себе, ну, в плане своих мужских этих чар. Ну и плюс вы же не общались, откуда он знает, как вы на него среагируете. Ну вот, да, все как бы в принципе и случилось, сложилось. Сейчас посмотрим на него. Ну, медведь. Да, я же говорю, он будет узнавать. Ему важно понять реакцию, потому что он-то вас любит, и любит уже, я так понимаю, давно. Но из-за вот этой другой женщины, и опять же из-за того, что у вас такая репутация, он не имел права, ну, как бы он вас уважает, конечно, как бы он к вам пришел, ты со мной пойдешь на свидание, но у меня там жена дома, да, ну, ты со мной на свидание иди, я тебя не обижу. Конечно, это некрасиво, это неправильно. А если ты любишь человека, то ты никогда не станешь его обижать такими предложениями. А тут, видите, все как бы случилось. Разрыв, расставание, свобода, с чистой совестью он уже может идти к вам. Поэтому ему важно знать по книге, да, изучить, как вы к нему относитесь, как вы на него среагируете. Если, вот как я сказала, вы скажете: да, конечно, я там тебе помогу, расскажу, но давай лично встретимся, все, для него это самый зеленый свет на свете, и он будет очень счастлив. А если вы скажете: ой, типа, ничего не знаю, мне некогда, вообще не помню, кто ты, не звони мне, я заблокирую, конечно, он уже больше никогда не подойдет. Так, а ну-ка давайте посмотрим, как вы все-таки на него среагируете, то мало ли, что вы сделаете. Но мне почему-то кажется, что нравится, потому что вы на него лицом смотрите, да, он перед глазами у вас. Тот бывший вы уже и забыть давно забыли, а этот перед глазами у вас. Так, я ни на что не намекаю. Это карты, это не я. Да, возможно, у вас это взаимно, а возможно, это не любовь с вашей стороны, но очень сильная симпатия, да. Ну вот, я же говорю, смотрите вы на него. Ну, девочки, дай бог, да, все получится, все у вас растется, начнете общаться, ближе познакомитесь. Уже преграды нет, помехи нет с его стороны, с вашей стороны не знаю. Но я думаю, что вы не та женщина, которая будет пасовать перед помехами. Он смотрит на вас, вы смотрите на него, он сделает этот звоночек проверочный, и после этого уже понесется, да. Ну, кстати, его показали с левой стороны. Почему? Потому что вы, наверное, не ждете, прям совсем не ждете. Может, мечтаете об этом, либо представляете, либо думаете: ох, неплохо было бы. Но то, что он будет с вами связываться, вы точно не ждете. Но будет приятно. Женщины уже никакой нет, все, дороги открыты. Так, еще тот, кто машет рукой. Но он прям за спинами людей стоит. Знаете, почему-то какая-то информация пришла, что человек может быть и сидит, почему-то мне идет, закрыт, может быть. Вот сидит либо закрыт, либо, ну, может быть, болеет. Хотя нет, это маловероятно. Ну, неважно. Важно то, что этот человек всегда вас как-то выделял на фоне других. У него к вам особое специфическое отношение. Кстати, я не могу даже сказать, что это какой-то бывший, либо влюбленный. Может, это и родственник. А может быть, это и какой-то, не знаю, друг детства, например. Ну, кто-то, кто вас знает. Но давно уже вы не виделись, не общались. Может, разругались какое-то время и просто перестали общаться. Где-то он вот не может, да, у него нет свободы, свободно двигаться он не может кому хочет, когда хочет, там, например, звонить, там, либо писать, вот этого нет. Ну, почему-то мне идет вот как закрыт сидит. Через кого-то он передаст вам привет, ну, как рукой издалека помашет. Ну, как, не знаю, может, стесняется с вами общаться, а может быть, вы запретили, да, подходить к себе. Ну, или вот закрыты и нет доступа к свободному общению. Если честно,
Я скажу так, это тоже у вас получается за спиной картинка. Может, и не сильно надо вам с ним общаться. Может, вы приблизительно понимаете, кто это. Так, еще про женщину я должна вам рассказать. Здесь женщина, которая вам что-то говорила, скорее всего, обещала. Обещала что-то сделать, что-то узнать, разузнать, проверить, добиться, с кем-то переговорить по поводу вас. Но вот слово, да, она дала вам слово. Может быть, она и не клялась, там, типа, не было такого, что мама, я клянусь, я сделаю. Но она сказала, сделаю, что могу, да, что в моих силах, то и сделаю. Вот, эта женщина, на самом деле, я скажу так, она очень старалась. Она через какое-то сопротивление шла. То есть, решая ваш вопрос, либо узнавая для вас информацию, она шла через какое-то сопротивление. То есть ей нелегко пришлось на самом деле. И это говорит о том, что она к вам очень хорошо относится. Если бы ей было все равно, да, ну просто знакомая, да, она бы махнула рукой и сказала, да ну нахрен, да, зачем мне это надо? Зачем мне нужно лезть в чужие проблемы, либо наживать себе проблемы из-за чужого человека? Но это нет, это идет через сопротивление. И она даже с, там, не знаю, с несколькими людьми общалась по поводу вас, либо по поводу вашей ситуации. И буквально какого-то одного человека она что-то уговорила. Опять же, относительно вас. Там, поучаствовать, помочь, вписаться, что-то прояснить, заступиться. Да, вот прям уговорила. И я вижу, что эта женщина, она свяжется с вами, когда у нее в руках будет полная информация по поводу вас, вашего вопроса, вашей проблемы. И вы, если честно, очень сильно удивитесь, вот насколько она деятельный человек и какую серьезную работу она провела. Если честно, возможно, вы сами для себя столько бы не сделали, сколько она сделала для вас. И тут хочется вам сказать, что помощь будет хорошей, вы не забудьте ее поблагодарить. То есть тут не обязательно там прям подарки дарить, либо деньги давать. Достаточно от сердца добрыми словами ее поблагодарить. То есть так и скажите, что ты очень хороший человек, ты сильно постаралась, ты меня не подвела, ты наоборот сделала все, чтобы моя ситуация изменилась к лучшему. Ей будет это очень приятно. Слова настоящие от сердца, добрые слова, ей гораздо приятнее, чем некие там дары, подарки и подношения. Вот как-то так у нее все это работает. И знаете, я еще такую вещь вам скажу, что благодаря этой женщине, то ли вы, то ли кто-то из ваших, огромный такой забор сможет перепрыгнуть, перелезть. То есть она вас подведет к этому забору, а потом спину свою подставит, скажет, вот давай, залазь на меня, опирайся и перелазь. То есть она еще вас удивит. И удивит по-хорошему, да, по-доброму. Очень повезло вам с этой женщиной. Держитесь ее, поддерживайте отношения. Поверьте, она еще и вашей ступенькой станет в будущем. Будете на ее кости опираться. В хорошем смысле, понятное дело. С женщиной это и вам очень повезло. Так, мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.